Здравствуйте, вы смотрите специальный выпуск программы «Время новостей», в студии Анна Зубарева. Глава республики Владимир Уйбас сегодня выступил с обращением к жителям региона. Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня расскажу, на мой взгляд, об очень важной теме. Это формирование бюджета Республики Коми на трехлетку 22, 23, 24. Расскажу также о хорошей новости по формированию медицинского оборудования в детской республиканской больнице, ну и, как обычно, об эпидобстановке. По бюджету. Работа над бюджетом ведется очень интенсивно. Вот на текущую дату у нас по бюджету достаточно неплохие показатели. Мы превысили поступления доходной части бюджета 53 миллиарда рублей. Вот много это или мало? На самом деле, если сравнивать с 2020 годом, то это почти на 30% больше, чем на эту же дату в 2020 году. То есть у нас прирост по доходам, и это очень хорошо. Совокупный объем доходов наше Министерство финансов Республики прогнозирует на уровне 84 миллиардов рублей на следующий год, 87 миллиардов на 2023 год и 84 миллиарда на 2024 год. Объем дорожного фонда на 2022 год мы прогнозируем 5,2 миллиарда рублей, на 2023 и 2024 годы соответственно 5,6 миллиарда рублей и 6,6 миллиардов рублей. Вы помните, что задачу, которую я поставил Дорожному фонду на 2022 год, полностью средства пустить на школьные маршруты, на приведение их в нормативное состояние, и еще часть, почти 2 миллиарда в 2023 году полностью закончить школьные маршруты и привести их в нормативное состояние. Сегодня мы на оперативном совещании с министрами я обозначил еще одну тему муниципалитетам. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми начали актуализировать уже вот эти школьные маршруты и увидели, что более чем в 30 населенных пунктах школьные маршруты не имеют хозяина, то есть они бесхозные. То есть их нужно сначала поставить на баланс, провести всю работу с тем, чтобы они появились на балансе муниципалитета. Только после этого можно на них тратить республиканские средства. Поэтому сегодня поручением утреннего оперативного совещания всем руководителям муниципалитетов в течение 2-3 месяцев провести активно работу по кадастрированию и по постановке на балансовый учет бесхозных участков школьных маршрутов. Далее по бюджету. Приоритеты в бюджетных расходах понятны. Это региональные проекты, социальные обязательства в интересах населения, соцподдержка отдельных категорий граждан и государственные программы. К примеру, по линии адресной инвестиционной программы мы планируем вложить в строительство социальных объектов и на другие важные объекты, влияющие именно на качество жизни вас, уважаемые жители республики, в городах и районах 4,8 миллиарда рублей на 2022 год, на 2023 год 5,3 миллиарда рублей и в 2024 году 3 миллиарда рублей. Почему снижение? Потому что мы рассчитываем, что к 2024 году у нас будет большее софинансирование из федерального бюджета именно по национальным проектам. В рамках концессионного соглашения, концессия это когда строит концессионер, а мы выплачиваем равными долями, допустим, в течение 10 лет стоимость этого социального объекта. Вот в рамках концессионного соглашения запланировано строительство школ. Это сельский поселок Мадмас Усть-Вымского района и село Выльгород Сыктывдинского района Республики Коми. На эти цели заложено 386 миллионов рублей в 2022 году,
и 271 миллион рублей в 2023 году и 289 миллионов рублей в 2024 году. Ну вот это основная работа сейчас, которой занимаются все министерства Республики Коми. И, конечно, на своде Минфин, но вот мы именно с такими цифрами сегодня отрабатываем уже на Госсовете перед депутатами проектов именно по госпрограммам. Ну и вот в конце концов, после того, как отработаем вот с депутатами, выйдем уже на сессию с тем, чтобы утвердить бюджет. Об этом я вам тоже отдельно доложу. Теперь вот тема по медицинскому оборудованию для детской республиканской больницы. Тема очень важная. Я в феврале этого года посетил детскую республиканскую больницу. Как раз был Международный день детей, больных раком. И я с главным врачом, с коллегами детской республиканской Игорем Пустышевым полностью посмотрели больницу, и руководители, и главный врач сказали о том, что не достает целого парка медицинского оборудования, который крайне важен для диагностики, своевременной постановки диагноза у наших деток. На самом деле цифра получилась очень внушительная, 120 миллионов рублей, но я принял решение, чтобы ее не дробить, потому что оборудование все очень важное. Ну, например, у нас в детской республиканской нет компьютерного томографа, и, соответственно, мы в эти средства заложили именно для детей компьютерный томограф. Далее, операционного микроскопа, он уже устарел, и нужен современный операционный микроскоп, он тоже в эти деньги вошел. Очень большой парк и перечень реанимационного оборудования, оно тоже стареет, мы его полностью обновим, это тоже в этих деньгах. Аппарат УЗИ, офтальмологическое оборудование, всего 17 позиций, вот эти средства в полном объеме мы заложили, и в этом году, подчеркиваю, это оборудование будет уже для детской республиканской больницы приобретено. И в завершении об эпидситуации: за сутки у нас 261 вновь выявленный больной коронавирусом. Вчера у нас было 268, то есть вроде как небольшое снижение, но я все-таки ожидаю, что это временное снижение, связано оно именно с субботой и воскресеньем, с тем, что было меньше тестирования, поэтому меньше просто выявили. На самом деле мы поднимаемся, он может быть не такой резкий подъем, но тем не менее каждый день мы все равно добавляем. Теперь по городам, ну ничего не поменялось, и по муниципалитетам: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Усть-Вымь, Прилузский район. Это вот те сегодня города и муниципалитеты, где наибольший подъем заболеваемости ковидом, поэтому если вы планируете куда-то перемещаться, вы просто знайте, что в этих муниципалитетах и городах рост заболеваемости ковидом. По коечному фонду на сегодняшний день развернуто 2359 коек, а занято 2016. Вот этот разрыв 20%, который нам обязательно необходим между развернутыми и занятыми, вы видите, он очень быстро уменьшается. Мы сегодня имеем разрыв всего 10%, это мало. И я дал поручение Минздраву Республики Коми дополнительно разворачивать койки. Но поручение это дал, но я снова напоминаю, что это опять дополнительные средства. Любая вновь разворачиваемая койка в красной зоне – это дополнительные средства из бюджета республики. И здесь, конечно, снова я связываю это с вакцинацией. Мы на сегодняшний день вакцинировали полностью 258 560 жителей Республики Коми, за что им огромное спасибо. Вакцины у нас более чем достаточно, более 159 тысяч доз. Соответственно, снова и снова призываю вакцинироваться, потому что любое сегодня заболевание мы смотрим, отслеживаем. Менее процента – это люди, заболевшие, которые были привиты. А все остальные – это непривитые люди. Вот наша цена и наша оценка, насколько мы, во-первых, дорожим своей жизнью, а во-вторых, насколько мы относимся к бюджету республики. То есть не привились, заболели, средняя стоимость сегодня пролеченного пациента – это от 200 и до 200 тысяч рублей до 2 миллионов рублей и выше. Это я не говорю о том, сколько мы все-таки, к сожалению, людей теряем. Поэтому цена вот такого отношения к тому, что я не вакцинируюсь,
заболевание, тяжелое течение, но и, не дай бог, совсем негативный конец. Поэтому, уважаемые жители республики, надо вакцинироваться. На этом сегодня вся информация. Берегите друг друга, носите точно совершенно маски в общественных местах, идет рост заболеваемости. Будьте здоровы, до следующей встречи. Это был специальный выпуск программы «Время новостей». До скорых встреч в эфире.